10 лет. Кто-то скажет, что это очень много, а кто-то, что совсем мало. Действительно, 10 лет для организации – это немного. Но важно, каких результатов она достигла за эти годы. Свой юбилей отмечает первый МФЦ, который в Кызыле, что стало отправной точкой во взаимодействии жителей республики и органов власти на новом уровне. 10 лет работы – срок немаленький. Однако жители республики успели оценить преимущество получения услуг через одно окно. Это удобно, быстро и комфортно. Ежедневно через нас проходит более полутора тысяч людей за получением услуг. Их мы предоставляем в самые короткие сроки. Высокий процент положительных отзывов жителей тому подтверждение. На сегодняшний день, по оценке Росреестра, удовлетворенность качеством предоставления услуг составляет 99,6%. За 10 лет наше учреждение выросло из одного филиала до 19 филиалов в районных центрах и удаленных рабочих мест в 4 населенных пунктах в отдаленных районах. Коллектив МФЦ, можно сказать, молодой. Средний возраст составляет 28 лет. МФЦ республики своей деятельности для оказания услуг взаимодействует со всеми федеральными, региональными и местными органами власти республики, а также иными организациями, участвующими в системе предоставления государственных и муниципальных услуг. Всего МФЦ для взаимодействия заключено 47 соглашений с разными органами власти. Из них 17 с федеральными, 10 с республиканскими, 20 с муниципальными образованиями и 9 с иными организациями. Учреждением в настоящее время оказывается 415 государственных и муниципальных услуг разного направления. Востребованность в наших услугах увеличивается с каждым годом. Например, по сравнению с 2016 годом количество услуг, оказываемых МФЦ, увеличилось почти в 3 раза. То есть со 156 услуг до 415 в 2021 году. Как и в любой другой области, в сфере государственных услуг остается много возможностей для дальнейшего совершенствования. Ведь вместе с ростом сети МФЦ растут и запросы наших граждан. В этом году у нас появились 2 новых сервиса. Это запущен сервис автоматического СМС-информирования заявителей о готовности документов, а также успешно запущен и организован прием заявлений на получение государственной услуги МВД России по оформлению заграничных паспортов с электронным носителем с использованием программно-технического комплекса «Криптобиокабина». В текущем году в МФЦ для бизнеса предоставлено 427 услуг для 109 субъектов малого и среднего предпринимательства. В перспективе МФЦ планирует дальше улучшить и развивать сервисы, которые должны стать более доступными и удобными. Например, с обновлением портала МФЦ с сентября будет доступна запись на все рабочие дни текущего месяца. В планах 2022 года будет усилена и работа колл-центра для того, чтобы люди могли быстро получать нужную справочную информацию. Инна Клаян, Чайхан Танга, Кузал Сарыксарен, Тува 24.